Мой успешный проект – художественно-конструкторская деятельность детей старшего возраста с использованием нетрадиционных природных материалов. Цель моего проекта – выявить влияние на развитие конструктивных умений дошкольников серии занятий кружковой работы по обучению детей старшего возраста разным способом изготовления поделок из нетрадиционного материала. Задачи проекта: изучить особенности конструктивной деятельности детей дошкольного возраста и разные способы изготовления поделок из нетрадиционных материалов. Выделить конструктивные умения на основе обучения приемам нетрадиционного прикладного искусства северных народов. Теоретически обосновать влияние на развитие конструктивных умений дошкольников посредством использования нетрадиционного природного материала. Разработать серию занятий по изготовлению поделок из нетрадиционных материалов и апробировать в работе с дошкольниками. Художественный ручной труд – это творческая работа ребенка с различными материалами, в процессе которой он создает полезные и эстетически значимые предметы и изделия для украшения быта, игр, труда, подарка. В детском саду занятия по художественному ручному труду включаются в основном как кружковая работа. Основной целью моего проекта стало использование нетрадиционных природных материалов в художественно-конструкторской деятельности. Это присущие жителям Севера материалы – косточки рыб, животных и так далее. Мой успешный проект заключал работу по воспитательному плану сближения детей с окружающей средой, природой родного края. Из-за студии «Дары природы» мы с детьми старшего возраста изготавливали поделки из природных материалов. Среди разных поделок из суставных костей крупного рогатого скота Тулуньян-Умухтара были изготовлены игрушки. Эти кости в основном остаются от конечностей скота, из которых наши мамы и бабушки готовят различные национальные блюда. Из костей мы изготовили персонажей наших янских сказок: старушка Тал-Тал-Эмерсен, старушка Бейберикен и ее 5 коров, а также героев Олонхо, Нюргунбату Стремительный, Учугей Учуян, настольную игру шахматы, битва богатырей Верхнего и Нижнего миров. На базе нашего Верхоянского детского сада номер 2 вот уже 10-й раз проводится районная познавательная конференция для дошкольников Тогустугультого, где дети старшей подготовительных к школе групп выступают с публичным выступлением перед другими дошкольниками, педагогами детских садов и школ. Познавательная конференция проходит в форме стендовой защиты, мастер-класса, выставки работ. Так и воспитанники из-за студии «Дары природы» с успехом представляли свои работы, а также хочу отметить, что на начатую тему исследований дети продолжали представлять в районной конференции «Шаг в будущее». Итак, вашему вниманию представляю. В 2008 году Горохова Елена. Тема аппликации из костей рыб. Лауреат 2-й степени НПК для дошкольников Тогустугультого. Ныне студентка 3-го курса Якутского художественного колледжа отдела прикладное искусство. В 2009 году Лапарова Кристина. Тема аппликации из зубов зайца. Ныне студентка СВФУ Института психологии, факультет психологии и педагогика девиантного поведения. В 2010 году Слепцова Аксинья. Тема «Украшения из рыбьих косточек». Лауреат 3-й степени районного НПК «Шаг в будущее» 2012 года. Ныне студентка 1-го курса пединститута СВФУ, факультет начальное и дополнительное образование. В 2011 году Соловьева Валерия. Тема «Изготовление героев сказки Бейсенахтабе Берекен Эмерсен». В 2013 году Стручков Арсен. Тема «Изготовление игрушек из косточек зайца. Динозаврик». Эффективное движение ребенка в пространстве культуры –
Это создание им культурно значимых авторских продуктов, исследовательских, художественно-творческих, конструкторских и так далее, а также его психологическое личностное развитие, рост креативности, мыслительной гибкости, развитость творческого потенциала. А самое главное, детям с детства прививается любовь и уважение к культуре и традициям родного края.